Урметлі достлар, Қырымда саат 8, яғни біз яңғы саатны қаршыладық. Гүзел Қырым манзараларымен таныш олдық. Ве әлбетте, енді нерде фотосуретлерін yapmaға біз яқшы білеміз, ама шымды есе тамам субет вақыты біздің студиямызда мұсафыр енді бұлынмақта. Кенеде яйынымыздың башында айтқанымыз көбі, бүгін бірчөк халқара севиесінде қайдатылген байрамлар олып кешмекте ве олар ақында біз әлбетте сізге тариф етмеге isteyimiz. Evet, demek sevgili dostlar, şimdi her şeyini anlayacaksınız. Karşınız bizim stüdyamızda Argumenты и факты Крым газетасының baş muharriri Наталья Дремова. Buyurunuz bizim sohbetimizге. Селам алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть у нас в гостях, Наталья Владимировна. Очень приятно. Как начинается ваше утро? Есть ли какие-то традиции у вас? Ну, утром у меня будет кошка или муж, или они вместе. Вот. Ну, собственно, встаю, как все, завтракаю, кофе, смотрю расписание свое и за работу. Замечательно. Спасибо, что сегодня уделили нам время и нашли минутку, чтобы посетить нашу студию. Наталья Владимировна, сегодня мы вас позвали, есть два замечательных повода. Первый такой день солидарности журналистов, Международный день грамотности. Именно сегодня хотим поговорить об этом с вами. День солидарности журналистов. Этот праздник, это знаменательная дата, не случайно в этот день говорят о подвигах, да, скажем так, журналистов. И существует мнение, что профессия журналиста на сегодняшний день по-прежнему остается одной из самых опасных. Разделяете ли вы это мнение? Нет, не разделяю, потому что нужно сразу вопрос несколько разделить. У нас есть военные корреспонденты, чья работа, безусловно, опасна. И этих людей, ну, несколько десятков на всю страну. А остальные журналисты, ну, они просто ежедневно делают свою работу. Подвиг, слово, может быть, не всегда к ней относится, но то, что они вытаскивают на белый свет важные проблемы, и то, что реальным людям после вмешательства журналиста становится легче, ну, это факт, с этим не поспоришь. Ну, вот я насчет этого хотел все-таки, наверное, тоже поспорить. Есть же моменты, когда журналисты, даже не находясь в каких-то военных действиях, непосредственно в мирное время могут столкнуться с опасностью. То есть, попадают в экстремальные ситуации, например. Они обычно сами в эти ситуации лезут. Это такое наше качество. Я помню, ну, был случай, когда мы с товарищами с телевидения выезжали на пожар химического склада. Мы могли его, нам нужно было его наблюдать с безопасного расстояния. Но первым полез оператор, и я вообще не удивлена, потому что оператора хлебом не корми, дай ему куда-нибудь полезть, чтобы было красиво, дымно, разноцветно. Вот. И мы тогда всем коллективом, конечно, слегка траванулись, скажем так. Но достигли своей профессиональной цели, да, конечно, мы все достигли, мы все сняли, мы все написали. Ну, как какие-то экстремальные ситуации, они, с одной стороны, достаточно безопасны, ну, там, полет на самолетах малой авиации, какой-нибудь пещера глубокая, подводные лодки, штольни. Там уже прохожено, не мы первые, не мы последние, хотя некоторые мои коллеги, и я в том числе в свое время полазили по инкерманским штольням, откуда до сих пор извлекают не разорвавшиеся боеприпасы. И там был и известен маршрут, и все, но люди там гибли. А красивый репортаж – это красивый репортаж. Нам казалось, что это оправданно. Сейчас я, конечно, бы и не полезла, и не пролезла бы никуда. Журналисты, безусловно, энтузиасты, которые любят свою работу, выполняют и не боятся никаких сложностей. Ну, главная сложность сейчас для рядового журналиста – это сделать материал интересно и объективно. Не всегда это получается, к сожалению. Ну, сколько людей, столько и мнений, можно так сказать. А все-таки, ну, даже несмотря на то, что не опасно или журналист сам лезет в эти все перипетии, а защищен ли все-таки журналист на сегодняшний день? Думаю, да. Он защищен законом, который запрещает препятствовать журналистской деятельности. Он защищен осознанием того, что он делает что-то нужное. Вот. А если говорить об опасности, я бы выделила такую опасность. О ней никто не задумывается, особенно молодые журналисты. Это опасность разочароваться в профессии. Это печально, это грустно, это всегда депрессивно. Это наступает через
несколько лет. У некоторых, если человек не зацепился, не почувствовал, что это свое, не перепробовал себя во всех смежных профессиях, это грустно. Это грустно, он чувствует себя потерянным. Он, с одной стороны, нет драйва такого от профессии, а с другой стороны, он не видит, где бы мог себя применить. Вот это опасно. Мгм. Но несмотря на это, руководители, да, университет, скажем так, говорят, что именно для абитуриентов профессия журналиста по-прежнему востребована и даже более она популярна очень сильно. Она популярна, но, к сожалению, очень много абитуриентов поступают, не осознавая, что за профессия, и разочаровываются уже на этапе обучения. Хотя талантливых ребят немало. И если спросить университетских преподавателей, они это подтвердят. Я сама имела опыт маленький очень, всего год, но я несколько предметов вела у будущих журналистов, и меня, конечно, одна группа убила наповал, там человек 30 было, и 4 уже где-то работали. Это показатель. Если человек уже работает при обучении, значит, что-то из него получится. Остальные сказали, нет, мы не будем работать. Зачем было 4 года сидеть вот, и получать профессию нелюбимую, я не понимаю. То есть я сейчас, ну, возможно, я неправильно вас понимаю, а может и правильно я вас понимаю. То есть вот, например, порой наличие диплома – это не показатель, да? У меня нет диплома. У меня нет диплома, я по образованию биолог-химик. И я очень рада, что у меня нет диплома журналиста, потому что та моя профессия дала на всю жизнь мне возможность более-менее следить за какими-то тенденциями, владеть терминологией, достаточно свободно общаться с медиками, экологами, в общем, со всем, кто там есть, и при этом не стесняться, спрашивать, говорить, я не знаю вот это я пропустила, это я не понимаю. Молодые журналисты этого не делают. Им в помощь интернет, где, к сожалению, не всегда То есть, правильная информация. Я правильно понимаю, что в аргументах и фактах Крым, колонка про здоровье и прочее, это ваши... Нет, сейчас полосы про здоровье. У нас газета сложная, в ней есть региональная вкладка, которую готовим мы, и есть общефедеральная часть. В основном тема медицины делает Москва, хотя мы тоже влезаем. Любой журналист, не являясь медиком, тоже берет интервью у специалистов. Вот. И здесь, конечно, главное не впасть в такую самонадеянность, что если я один раз написал, второй раз написал, то я уже специалист в медицинской отрасли. Это часто так получается. Это, кстати, да, это вот тут не поспорю. Как вы сами сказали, журналист зачастую это человек любознательный и грамотный, да, хочется на это полагаться. Вот по вашему мнению, понятие «грамотный человек», какого человека можно назвать грамотным? Ну, если 100 лет назад грамотным называли человека, который умел читать и писать, это был грамотный человек, то сейчас грамотный человек – это который умеет читать, умеет правильно писать, умеет достаточно правильно выражать свои мысли, вот, понимать значение всех слов, которые он употребляет. О, это да. Потому что, к сожалению, вчера меня коллега повеселила, рассказала, где-то она видела опрос молодых людей, спрашивали о значении разных слов. Вот мне запомнилось слово «попадья». Они не могли сказать, что это жена попа. Это обычное слово, сказка о попе и работнике Балде. Все в детстве читали. Слово должно было залечь. Вот. Но молодые люди крутили, вертели или честно признавались, а несколько человек сказали, что это что-то такое вроде попадания в яму, когда машина вот на дороге. Ну, вот такое значение. Версия, да. Но, опять же, есть все-таки проблема того, что это слово не настолько часто используется в обычной жизни, и из-за этого оно начинает отходить. У большинства же людей такая проблема как бы есть, что слова, которые мы не используем в обычной жизни, они потихонечку начинают отходить, и мы их начинаем забывать. Нет, у грамотного человека обычно достаточно большой словарный запас. И он им пользуется, он постоянно читает, поэтому запас не устаревает. А только пополняется за счет новых знаний. Может, пополняется, может нет, смотря какие знания еще человек получает.
Вот что касается глобализации, да, появления интернета, существуют разные мнения, как этот факт влияет на грамотность населения. Кто-то говорит, что понижает, потому что люди с появлением гаджетов, да, перестают обращать внимание на какие-то ошибки, которые исправляются тем же гаджетом автоматически. Другое мнение, что развитие технологий только помогает повышать нам грамотность, потому что у нас появляется возможность заходить на различные сайты, интересоваться, узнавать значение слов. Вот вы сторонник какой все-таки версии? Я сторонник версии, что все-таки понижает уровень грамотности. В первую очередь потому, что мы пользуемся гаджетами очень часто в ущерб живому общению. Человек вот говорит, у меня много друзей, я общаюсь, он общается в интернете. Что собой представляет это общение? Что ты делаешь? Ничего, а ты? И я ничего. Ха-ха. Вот это общение, это в течение нескольких часов. И какой-то суррогат, иллюзия того, что ты с кем-то... Какой тут новый словарный запас, какие тут новые знания. Эмоции, впечатления, впечатления. Ну, вот кому-то хватает, кому-то нормально. Смайлики для чего вообще придумали, я не понимаю. Правильно, чтобы выражать эмоции. Вот. Спасибо вам большое за то, что посетили нашу студию, рады были видеть нас в гостях, ответили на наши вопросы достаточно развернуто и интересно. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям в конце беседы? Ну, хорошей солнечной осени, побольше дождей, очень много дождей. Тоже немаловажно. Немаловажно, чтобы нам хватило воды, чтобы мы спокойно пережили зиму, весну, встретили следующее лето. Ну, это я так с большим... Авансом. Размахом, да. Но, тем не менее, спасибо за пожелания, спасибо, что посетили нас. Мы желаем вам творческих успехов, да, и, конечно же, рады будем видеть вас снова на студии. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Урметлі достар, yayınımız ise devam etti. Galiba sağlık hakkında biz laf yürütmeye devam Endi etmeyelim. başladık. Başladık ve devam etmek gerektir. Tamam, nefbetteki kısmımız bizge sağlık hakkında tarif edecek.